время новостей. В студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. Небывалый ифтар. В Грозном готовятся к народному разговению. За подготовкой следит лично глава Чечни. Есть или не есть? Здесь проходит лабораторию. Проходит, врачи смотрят, печать ставят полную, селезенку, печень проверяют. В социальных сетях распространилась информация о заражении мясных продуктов сибирской язвой. Куда пойти учиться? Единственный вопрос у тысячи выпускников. Сварщики, автомеханики, медицинская сестра, они тоже востребованы. Как проходит приемная кампания в регионе? Уже через 3 дня в центре Грозного состоится народный ифтар. На центральной площади столицы соберутся тысячи жителей со всей республики. Принять столько людей одновременно – задача непростая, поэтому готовиться начали еще неделю назад. Как ведется подготовка, проверил и глава Чечни. Центральная площадь перед мечетью сердца Чечни является одним из излюбленных мест среди жителей и гостей столицы. В пятницу вечером здесь будет оживленнее, чем обычно. На народном ифтаре здесь ожидается несколько десятков тысяч верующих. С утра и до позднего вечера рабочие уже неделю трудятся, не покладая рук. Мастерят столы, лавки, устанавливают освещение. Так на главной площади Грозного готовятся к народному ифтару. عشوائي مرخ دستی ضيقة البيسم هرمت كيف تشتو ناخن إذا مش كأدم خير تبو خزع يأمش شادر خير تبو ده سلط سرمزان. Сегодня же подготовку к масштабному разговению проверил Рамзан Кадыров. Осмотрев территорию, он обратился к жителям республики с призывом прийти на народный ифтар. Ассаламу алейкум, хами, бусал ведели иджели, вайма аргали юкаха. وي مرضاست أي وروث بيسن ليت قدر بيسي ودوكش بولتنا عيلمشنا ديكشنا بلغا ياكنا يوي على بيشكي تشمبو ياك وي مسودون وي بوسلو فيجر سيجر كويخدون مرضاست يبيس هوك ماجقع دينيش ديل حيوش باي مرخيستوس ديل سلام مارشالدون أولي أجدك باخوش يبيس وي تاني يقردون دال مولادون وي دوكتيش دال وي إنوك يجتين وي ديكش نيت عن إستين ووه وي قدعد ياكنا بركتي هربوت بعدين خلاري إشت إبوس ويدينينشا خلاري دون ضغط يوهو دو ستويش تخوي دون ده دي بركتي ويل هو أروح ميلوش من بركل دير خل ده هربوه دونه ويمخ بوه بوار ويخلق بوه بوار شادري جدونه شق حوش تخوي حوشلا غالي يقي أجري خز أجري تلج غالي يقي دون ده مارتاكي توش شادري. Ответственный за проведение благотворительной акции советник главы республики Амруди Эдельгириев рассказал, что мест хватит для всех верующих и все организационные вопросы решены на должном уровне. سلخان دوانا حبينا فاهم الكبد ده سو ما خدوا احسن وقت مدري ايش حلاوه مش هذا بقول كده حلاوه ذاك واري ثاني بقبا بين وين دون بين بقبا حسب الاخر ده هون في هذيك اسبيع الضوء بيت اخي تكون شادر يجي عدور دخ شدون وي بيخ دون توي دخر وي بوسل ديخ توي مدور دون بوسل ديخ دون دخ ديناش لا دز ديناش دولوش دون آخر دانه برز مرغ بود بو اقتوا دانه دال دانه ويخ يحوق إيه تما بود باي ناس عاش دان إيه تبشي أيت البيسو دال مقلع يبيس يخلي ساتوس وي وده باي مرد سما حديش تدين دان باي مرد أصحاب شيء تدين دان ولا أشتى وي ديكش نات كاتشل دان حديش شل بيلقى يأخذ بيس تعبيسي هو بيس يبيس أنا خيريو يبيس دان دال وين الله إنتي دوال وي شاريز وجنية يحتاجين تحوت الوقت يشتوي شو ميل حد يعودون وقع دون ده ملا دو يخلص دون ويدون يبيس دون جوا ديري حاسلوش بيمر أساس أولي أساس دون مصو دون أستاذي دون بلغ شابرجي دون ما يشوف خير بوشكو حبي أنا برا سيخت دوشيو ما قارش لا مزديش ليعمي أنا أو أدعت دوش لما بقى أدعت واحد جن دون خد برا خم قارش لا مش ديش دون مش ديش سنت لا مش ديش أورانج ديش هو قاخذ ميدنا شو واحد بيبو شو متى جل ما زي متى كده عشان بريك ديل غير دال وتبغى سنة هو دال ما بيت ويصير بخدانه
ورا بيسنا يهودينا да هوديش بقى يضيع كده. В меню всенародного ифтара будут входить горячие блюда, фрукты, салаты, охлажденные напитки и сладости. Необходимые средства выделил региональный общественный фонд «Богоугодные дела». Месяц Рамадан имеет особую ценность. Марх даст итер бусул бстагия. Цо қабн хил даш далч мархин ял. Цун ешам цагулш. Мархи ялла хун хири бох илчно саллаллаху алейхи ва саллам. Отсул дезду марх даст итер. Вайният ақ. Ай ворал бейсен. ديال فربانس ديال قناه دامس إلى القدر بيسأ نسيلا سيرنا أحبوس بستجي مرة داستي تجيب مرة داستي تجبار محبوش بولش نيخ بارمسة حونا ديلير مرقب سن أحقب شو قيت حون ديلير يالخر يوشو ساعد أحقرنا بوسو بستجنا خصخية تردرنا. В пятницу, совершив вечернюю молитву, здесь соберутся тысячи мусульман. Коллективный ифтар ознаменует собой окончание 26-го дня обязательного поста. на островах себе дал Аллаху за Марнаш кофеш дон, аушах театр дон, ауши бузер, аушин дон мързу иесер и дохум хиетсон, сунделе и халгер дон, июль идея дон, дез хиетсон. Os dienach dona, son hulu der elsh dona, maso dona, shi etto berg, shi wa yish yek taru yek dona, wa yana aуши hajj vistrilche dona, mързу ietche dona son. إذا بقى بو خاص خيتردو مس بوسو بناغن هند ألشي تصدلا دق ساغدو إز مار داستر دق خاص خيتردو ما ألر أقمس بوسو بناغ قول بلر ووشي خاص دوش ألر بيستخلر يؤشمون مرزو يتردو إز إذا خاص غلقدو دام ولا ها هيرو إيولاها وي تاني خيتردو سين يق دقش ماجع روزنير سولجالير دام والله إيش دا تحي بيك يلقون دا برتع بولوين تود عدو أردو دام والله ديل قربان سي عدو أردو أو ثانية مرة داسترنا يل دام والله تون باشن داخوش رئيسان قبلنا دا ميلدولشون جيم دوق ديل رئيس خويل دال شيء دو عدويل دال ميلياس دويل سنة دال ساعة دويل سرير ماشر دين عشان خلي لور دوشو ماتير دال ساعة دويل سرير خردليرنا هريسخن ليرن بوصابنا صديق بالبلين سالميل يلدشدك دال شان نتسخاشيش دلور دولشم داستر دال نتسخاشين دين دولهما إذا ويترجم بشخلاديز قن لارن بشخلاديز هرليلوش ولشون إشت دقر ديلريز آلا ديلريز آلا ديز أسبز ولوش دال قدع هربوه ليلو إشت بوصلناخ سانتوها بوصلناخ صعب دال نت لويل دال توبيق لويلسون دال ده بيرك تيول دال مقلعوي تيجي قولوا تحشي بعتك خذ جال قراء ورو شون مستان دير ريز خل بركل قيقنا تيجي دال ديكش دلو وسا خيتر دق دال مقلع بيس كندينا سيرين بتشخو ووش ده دق ساعد دو مساجي دونا مرة دوستيش دونا أرجنز وقت مالين شنا مسو أرجنزات شنا دير ريز ودر وقول حابش حنا سانش داغش شغل دال مولا ويدقي ووش خاطر بيس كندينا سيرين بيرو يولا وحدا يحكينا مرة دوشم دي دال مولا. Благотворительные акции в виде ифтаров и раздачи продуктовой помощи социально незащищенным жителям проходят в течение всего священного месяца Рамадан. Благодаря вниманию и заботе фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова тысячи людей могут разговеться как у себя дома, так и в мечетях республики. Рамзан Джамбеков, Хаважи Мунаев, Денис Хавхаров. Новости. Коллективное разговение приносит радость каждому мусульманину. Именно поэтому подготовка к народному ифтару не прекращается даже в ночное время. Круглые сутки люди трудятся, чтобы самое массовое в истории региона разговение прошло на высшем уровне. Мой коллега с подробностями. Ифтар, который состоится на территории Центральной площади, будет самым масштабным в истории России. До сих пор самое большое количество на разговение собирались в Казани – около 10 тысяч. Здравствуйте, вы планируете прийти на масштабный ифтар, который состоится в первых числах июля? Обязательно. Духшна, дыча, хазасон, кич, пачак, дабан, чара, телон, тёча, короче, на ошах, кич, мабу, ошах, амел до, хазнех, санчо, хохом, на самок долж,
قزع شاش خير ستة بوقش ديل ريس هرددك جن هردويش ويباتش عنا. А откуда вы сами? Скатарюрт, очко махтана скатарюрт. К предстоящему, как его уже начали называть, грандиозному ифтару готовятся круглосуточно. Для удобства постящихся поставили вот такие столы и стулья. Их даже готовили здесь на месте. Добрый вечер. Скажите, вы вообще отдыхаете и когда вы начали заниматься подготовкой? Ну, начали уже где-то около 3 дней. Ночью, да, отдыхаем 2-3 часа. Так почти круглые сутки работаем. А что вам еще осталось сделать? Ну, уже осталось-то, в принципе, совсем немного. Столы все готовы. Стулья заводские будем поставить. И уже начали накрывать. Обычно мяжик сидящий, белаш дара, что мейл больше ма тут махал самок долше. Еда, по словам организаторов, здесь будет самой разнообразной. Все расходы для проведения ифтара на высшем уровне взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее об этом мы сейчас можем спросить у нашего респондента, который выступит как один из ответственных по подготовке этого мероприятия. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую площадь в общем займет этот ифтар? Порядка около 35 тысяч квадратных метров. Непосредственно на этой территории установлены 1500 столов, насколько они длинны, 6 метров и более. Итак, до окончания подготовки осталось совсем немного. И в очередной раз для важного события рядом с главной мечетью республики соберутся очень много верующих Чечни. Саид Ахмадов, Халид Мусаев. Новости. Готовятся отметить новоселье и пострадавшие от оползней жителей Шатоя. Торжественное открытие новых домов состоится уже в пятницу. С этого момента им больше не придется переживать за безопасность своих домов. Основные работы здесь уже завершены. Сейчас рабочие благоустраивают территорию. На месте побывала и Хава Идиева. Семья Абубакаровых, как и большинство жителей Гушкорта, пострадавших в результате схода оползня, временно разместилась у родственников. Дня, когда смогут переехать в свой новый дом, они ждут с нетерпением. Пока пострадавшие собирают вещи и готовятся к новоселью, на месте будущего поселка активными темпами продолжаются строительные работы, в которых задействовано около 500 рабочих и более 100 единиц спецтехники. Практически каждый день стройплощадку инспектируют руководители оперштаба Исат Умхаджиев и Магомед Даудов. Общая площадь каждого дома 120 квадратных метров. Некоторые из них уже практически готовы к сдаче, в остальных проводят последние отделочные работы. Также известно название 2 улиц нового поселка. Помимо 30 домов здесь возводится и мечеть. Одновременно здесь могут молиться порядка 120 верующих. Но совершить свой первый коллективный намаз жители нового поселка смогут уже в ближайшее время. Хава Идиева, Магомед Бударов и Дани Хавхаров. Новости. Инфекция, которая может привести к летальному исходу. Сибирская язва стала предметом жарких дискуссий среди жителей региона. В социальных сетях распространились слухи о том, что все мясные продукты заражены и известны случаи заболевания людей. Так ли это на самом деле, выяснял Хамзат Аюбов. Обращаюсь ко всем. Передайте, пожалуйста, всем, кого знаете, в городе, в городской инфекционной больнице умирают больные от сибирской язвы. Нигде мясо не покупать. Мясо зараженного скота привезли, оказывается, на базар. Будьте осторожны, всем сообщите. Эту аудиозапись подхватили десятки пользователей мессенджеров. Никаких зараженных сибирской язвой в больнице не оказалось, но спрос на мясо на рынках резко упал. Уже неделю, как в этом павильоне, практически нет покупателей. Однако продавцы в своем товаре уверены. Это все неправда. У нас мясо очень хорошее. Мы едим мясо, мы своих детей кормим, внуков кормим. Соседи у нас берут мясо. Конечно, все родные, родственники, близкие.
Сибирская язва – это особо опасная инфекционная болезнь животных всех видов и человека. Она протекает быстро и остро, если запустить, может привести зараженного даже к летальному исходу. Однако ни одного инфицированного мы так и не нашли, тем более, что мясо хоть и реже, но все же покупается. После того, как появились эти слухи, вы после этого покупали мясо? Вчера покупала мясо. Никакой разницы во вкусе или какое-то недомогание, ничего нет? Ничего этого нету. Даже самый есть. И даже вот по группам это некоторые поверили. А это слушка знімеш, а здесь зараженный, дуй, там администрации был. Правда. А ты еще Что ты? Вот это. Что вот на Бога, муху, куда везет, мелко везет. Однако доверчивые пользователи интернета все же продолжают распространять слухи. Там и по борьбе с животным чуется считающий отзвонился. Царь Багар действительно бежни лазер кят хуза, табок пал бухуза, бьюч бух, большинуш, так что жижга ларлолыш. О том, что ни одного зараженного сибирской язвой нет, подтвердили в Минздраве Чечни. На сегодняшний день хочу отметить, что ни одного случая заражения людей этой инфекцией не наблюдалось. И, хотя ходят упорные слухи, постоянно вброс такой информации о наличии такой инфекции, но на сегодняшний день, опять повторяю, в наших учреждениях, куда, значит, госпитализируются пациенты с подозрением на инфекцию, значит, ни один пациент не подтвержден. Хочу вас уверить и всех, кто нас слушает, что такого у нас в республике не наблюдается. На всех санкционированных рынках республики мясо каждое утро проходит медицинскую проверку. Продавцы даже показывают специальные штампы качества. Если мясо зараженное было, я своим детям не понес по этому. Это любой человек или чеченец должен знать. Вот печать поставлена. 4. Бывает. Через лабораторию проходит. А врачи справку берут, у них бывают справки. Это кем ставится печать? Врачами. И когда? Утром, рано утром. Да каждое утро, как заносишь тушу. В управлении ветеринарии правительства Чечни рассказали, что в последний раз заболевание было зарегистрировано в 2010 году, но с тех пор в республике не было ни единого случая заражения животных сибирской язвой. Я со всей ответственностью заявляю, что на территории Чеченской Республики сибирская язва не зарегистрирована, не выявлена. Те слухи, которые ходят по социальным сетям, гуляют, они не имеют на данном, по отношению к нашей республике никакого отношения. После того, как эти слухи появились, какие-то проверки животных были у нас? У нас в плановом порядке проводится вакцинация восприимчивых животных против сибирской язвы. Людей пугает тем, что в республике гуляет особо опасная болезнь, которая может привести к человеческим жертвам. Нету никакой болезни. Сибирская язва на территории Чеченской Республики последние 5-6 лет не зарегистрирована. Опросив разных экспертов, мы пришли к выводу. Множество аудиорассылок, в основном в мессенджере WhatsApp, о том, что в Чечне появилось зараженное мясо, не являются правдивыми. Хамзат Аюбов, Адам Дайниев, Дания Хавхаров. Новости. Малоимущим жителям Чечни, отрезанным от газоснабжения из-за большой задолженности, вновь подключат голубое топливо. Ранее составить списки социально незащищенных семей поручил глава Чечни. В Грозном платежеспособность абонентов проверяли представители мэрии. Пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные граждане включены в списки на предоставление субсидий. Это позволит значительно снизить нагрузку на их семейный бюджет. Работа по подключению газа завершена практически во всех районах столицы. В соответствии с поручением главы Чеченской Республики, мэрия города совместно с подведомственной организацией проводила мониторинг лиц, имеющие задолженность за газ и не имеющие возможности оплатить задолженность. На территории города Грозного 1560 человек, то есть категории, которую мы называем малоимущих. Все 1560 человек на сию минуту подключены к питанию газом. Договоренность с теми малоимущими имеется, что регулярно далее за потребленный газ эти семьи будут оплачивать.
В интернете продолжается голосование за символы, которые появятся на новых банкнотах Центробанка России. Грозный, в числе других городов, борется за место на 200-рублевой купюре. В случае победы на банкнотах появится главный символ республики – сердце Чечни. Отдать свой голос за центральную мечеть столицы можно на сайте твояроссия.рф. Для этого нужно набрать кириллицей название сайта в адресной строке браузера, затем в разделе «Выбери город» ввести Грозный, в разделе «Предложи символы» ввести сердце Чечни, далее нажать кнопку «Голосовать». Для завершения операции необходимо авторизоваться через социальные сети. Через СМС это можно сделать, нажав кнопку «Получить код», после чего появятся символы, которые нужно отправить на номер 2420. В селе Нейгойты Урус-Мартановского района по инициативе регионального общественного фонда строится дом для одного из потомков великого шейха Кунта Хаджи Кишиева. На территории площадью в 11 соток будут располагаться жилые постройки и участок под сады и огород. Строительные работы начаты 10 апреля текущего года и завершатся в течение ближайших 20 дней. برخی بورستن حق باشه هردی نشه دادی خدک دیش ایش برد آوینا واسه بوشونه که تا مرتندر ایتوترشن حق بکن چندی نشید سگ باشه تپیش خوای لاقیان در نوی قرارش بیش در اثر حق بکنه ایتوترش انا واسه دیتون شیگی ایش حال باش لچ بدله تخش تای نیت تچق دولشن چه تانه برکلا لا تون دلریز هست. Актовый зал Дома радио собрал в своих стенах научную и литературную элиту республики. Поводом стала презентация книги Александра Пряжникова «Россия-Юг», который мы еще не знаем. Издание содержит материалы по истории, обычаям и культуре народов Северного Кавказа. Все это сопровождается богатым фотоматериалом из личного архива автора и рассчитано на самый широкий круг читателей. Книга издана в грозненской типографии при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. 10 лет назад я стал заниматься кавказской проблематикой. За 10 лет накопился материал. Написал я этот материал быстро достаточно. 4 месяца работы и 10 лет. Общения, знакомства, встреч, сотрудничества замечательного. В Грозном прошла акция, приуроченная к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Мероприятие, организованным Республиканским наркологическим центром, Министерством по делам молодежи и Общественным советом при МВД Чеченской Республики, приняло участие около 100 человек. В рамках викторины врачи-наркологи предложили прохожим ответить на ряд вопросов о физической зависимости и негативных последствиях употребления наркотиков и табака. За правильные ответы участники получили от организаторов буклеты, кепки и футболки. Основная цель данных акций, которые проводятся регулярно и систематически диспансером нашим совместно с общественными организациями республики, это профилактика борьбы с наркоманией, табакокурением и злоупотреблением алкоголя. С данным вопросом нужно профилактику проводить со школьного возраста, уже где-то 5 класс, с детьми нужно работать. Вузы и СОЗы региона распахнули свои двери для абитуриентов. Приемная кампания ведется с 20 июня. Каждое из учебных учреждений предлагает вчерашним школьникам специальности самого широкого профиля. Как проходит прием документов и какие профессии самые востребованные, разбирался Хамзат Аюбов. Кто-то с улыбкой, а кто-то напряженнее, чем даже на экзамене. В очередь на подачу документов в высшие учебные заведения абитуриенты выстроились еще с утра. Чувствуется волнение. Большинство для моральной поддержки пришли с родителями. Вузы республики распахнули двери для пока еще не студентов, а тех, кто хочет им стать. В Чеченском государственном университете по бюджетной форме выделено около 2000 мест. Желающих устроиться, естественно, еще больше. Также можно поступить и на коммерческую основу. Здесь ЧГУ представляет свыше 1300 мест. Для того, чтобы поступить в Чеченский государственный университет, нужно первое – сдать экзамены ЕГЭ.
если же ты являешься выпускником 2012-2016 годов. То есть засчитываются эти результаты ЕГЭ. Если же ты являешься выпускником техникума или среднего профессионального училища, техникума, то ты можешь претендовать тоже, так сказать, на поступление в университет, но уже придется сдавать вступительные испытания. В один вуз абитуриент может подать документы по 3 направлениям. ЧГУ проводит прием по 36 специальностям бакалавриата и по 10 направлениям подготовки магистратуры. Мадина Сангириева выбрала факультет иностранного языка. Говорит, пошла по стопам матери. Выбрала ИНЯС, потому что люблю языки изучать, хочу выучить новый язык. И мама у меня учила иностранный, тоже в ЧГУ, здесь же как раз. И это интересно. В этом году сразу 3 новых профиля представил педагогический университет. Это гостиничное дело, оздоровительная деятельность и туризм, а также английский и испанский языки. Всего же бюджетных мест ЧГПУ предлагает свыше 1200. Из них более 700 на очную форму обучения. Дополнительные вступительные испытания действуют на факультете искусств. Это профиль музыка, это изобразительное искусство, там творческий экзамен. Дополнительный экзамен также у нас по профилю член язык литературы, это изложение в членском языке, и профессиональный экзамен у нас на спортфаке. 10% бюджетных мест выделяется для льготной категории поступающих. Туда относятся дети-сироты, дети остались без попечения родителей и инвалиды с детства, инвалиды 1-2 группы. То есть 10% места в каждом направлении подготовки профиля вуз выделяет им. У них отдельный конкурс будет по этим местам. Приемная кампания стартовала и в старейшем вузе нефтегазового профиля страны ГГНТУ имени академика Михаила Миллиончикова. В этом году на бюджет примет около 1100 студентов. На самые популярные в последнее время факультеты – юридические и экономические. Вуз принимает документы только на платной основе. Многие абитуриенты, обычно родители из-за непонимания сущности вопроса ориентируют своих детей на экономику, которая у нас тоже есть, на юриспруденцию и так далее. Но глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров всегда нацеливает наших детей, наших абитуриентов, вы знаете, ежегодно на встречах и так далее, чтобы они выбирали специальности технические, инженерные. Роль инженера, роль специалистов, которые техников, технологов и так далее, инженеров, ежегодно возрастает. И в нашей республике они тоже востребованы, и они обязательно трудоустроятся. Документы принимают и 23 учреждения среднего профессионального образования республики. В них представлено около 60 специальностей разных направлений, а мест всего около 8000. У молодежи, в основном у родителей, востребованы, честно скажу, гуманитарные специальности. Это экономика, бухучет, это правоведение, это право социального обеспечения и так далее. Что касается рабочих профессий, сварщики, автомеханики, медицинская сестра, они тоже востребованы. Без ЕГЭ, нам не нужен ЕГЭ, нужны только аттестат. Если этот аттестат хороший, то есть 4 пятерок, там 4 и пятерок больше, то это уже шансы больше, что он в это учреждение поступит. Прием документов в чеченских учебных заведениях, как и по всей России, начался с 20 июня. Абитуриенты, которые сдали единый госэкзамен, смогут подать заявки до 26 июля. А для тех, кто должен пройти вступительные испытания, этот срок значительно сокращен. Хамзат Аюбов, Адам Чекуев, Раяна Висаитова, Даних Авхаров. Новости. Каждые выходные центр столицы становится местом отдыха для тысяч людей. Здесь до самого утра работают кафе и рестораны. А проезд для транспорта по проспекту Путина бывает закрыт. На вечернюю прогулку выходят целыми семьями, приезжают даже из отдаленных районов. О том, как проходит чеченский уикенд в Грозном, Саид Ахмадов. Время и место встречи изменить нельзя. Итак, уже 8-я неделя, как по выходным в социальных сетях с разными тегами, как город хорошего настроения, город добра и комфорта, из геолокации проспект Путина появляются сотни новых фотографий. С самого утра главная улица столицы перекрывается, а по дороге свободно передвигаются ребята на велосипедах, гироскутерах и просто пешком. Друзья, как настроение и часто ли вы так собираетесь? Прекрасное настроение. Практически каждые выходные мы выходим с внучками, с дочками, чтобы прогуляться, посмотреть людей, посмотреть, как весело, как интересно люди живут. Встречаем знакомых, общаемся. Очень интересно. Спасибо тем, кто придумал этот праздник для нас.
увидеть здесь, отмечу, нередко можно не только жителей, но и гостей республики. Как раз по выходным в столицу приезжают туристы, и по словам гидов, именно к этому маршруту больше всего проявляют интерес. Мы сейчас направляемся к ним. Друзья, здравствуйте! Как вам город и его атмосфера? Очень-очень здорово. Я вообще удивлена за короткое время. Кадырова, машаллах, так очень сделал, красиво. И люди здесь вообще... Откуда вы приехали? Я приехала с Йемена. Вот, я уже здесь. Мне каждый раз хочется... Будете друзьям даже... рассказывать, как? Да, конечно, обязательно. Даже часто желание есть приехать, даже на работу хорошую устроиться, если есть, может быть, и почему остаться и в Грозном, нет. Да, очень даже здорово, вообще класс. Люди выходят с семьями и, конечно, ищут место, где поесть. Это как приятная часть времяпрепровождения. Рестораны и кафе работают до самого утра, готовят национальную и европейскую кухню. Еда очень вкусная, мы уже пробовали. Добрый вечер. Много ли бывает посетителей, чем в обычные дни? Добрый вечер. Да, в эти дни особенно очень много людей, не только наших, но и приезжих гостей. Атмосфера просто фантастическая. Эти дни вообще классно на наших улицах города Грозного. И, конечно, атмосфера творчества повсюду. Местные художники, артисты и даже юные таланты обсуждают, делятся и радуют окружающих своими творениями. И с каждым разом становится все больше тех, кто предпочитает проводить выходные вместе с семьей, в кругу друзей и коллег именно здесь. Саид Ахмадов, Мансур Саев и Луиза Юнусова. Новости. А на этом все. Спасибо, что были с нами.